Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема», и гость в студии сегодня председатель Общественного совета при Министерстве культуры Чеченской Республики и глава чеченского отделения Союза кинематографистов России Харун Хидаев. Здравствуйте, Харун. Добрый день. Давайте начнем с приятной новости. Дело в том, что недавно в Республике Ингушетия прошел 11-й международный кинофестиваль «Золотая башня», где ваш фильм «Дорога к храму» был удостоен специального приза оргкомитета. Расскажите о вашем фильме, о чем он? Фильм «Дорога к храму» для меня это очень интересная тема была всегда. Связь чеченского общества с мечетью, с храмом и роль храмов в жизни нашего народа. Я считаю, что мы живем в уникальное время, когда практически отсутствует преступность, нету каких-то негативных проявлений со стороны молодежи. И у меня этот вопрос очень давно интересовал, где корень вот этого всего. После всех наших трагедий, которые мы пережили в недалеком прошлом, казалось бы, общество должно быть озлобленным, деморализованным. И вот все эти признаки после военного синдрома должны были присутствовать. Но мы, к нашему большому счастью, все это как-то прошли. И сегодня мы живем в таком спокойном обществе. Наш регион считается одним из самых благополучных в смысле преступности. Конечно, здесь большая роль принадлежит нашему главе, нашему правительству. Но только ли в этом дело, у меня вот такой вопрос возникал всегда. И я начал просто анализировать ситуацию. Я проехался по нашим населенным пунктам. В каждом населенном пункте у нас эмоциональный центр, обязательно мечеть. И в этой мечети по каждую пятницу не протолкнуться, как по народному. И очень красивые мечети. Очень красивые. Да. Это одна сторона. Но то, что они каждую пятницу заполняются до отказа, это самое еще главное. очень отрадный факт. Значит, люди тянутся к Богу, люди тянутся друг к другу. И вот это, я считаю, что один из основных аспектов благополучия нашего общества в сегодняшней ситуации. У нас люди все-таки очищаются от скверны, от дьявольских каких-то соблазнов. И все это благодаря, я считаю, что в этом вопросе основную роль играет и мечеть. И вот этот вопрос меня и давно интересовал, и я решил исследовать это дело. И проехался по этим мечетям. Но там не только духовное совершенство человека, там они настолько прекрасны сами по себе, там с такой любовью наши мечети сделаны, что они формируют человека не только в духовной сфере, но и эстетической сфере. Это тоже очень важно в нашей ситуации. У нас наша молодежь должна быть воспитана не только духовно, но и эстетически, и культурно. Вот такие у меня были глобальные мысли. Да, были вот такие задачи. мысли я реализовал, ну, насколько это возможно сказать, в своем фильме. И я надеюсь, они прозвучали у меня. А сюжет вот о чем был? Вот Сюжет, какая-то инсценировка? Был какой-то герой главный? Нет, у меня главный герой мечети и наш народ. И роль мечети в жизни нашего народа. Вот главная мысль у меня. Вот эту мысль я постарался пронести. Трудно было показать людям, выразить свою мысль картинкой, словом? Ну, нет, этот период я прошел достаточно благополучно, хотя надо признать, что у меня базы как таковой нету, и я пользовался любезностью ГТРК «Войнах», за что я еще раз подчеркиваю, благодарен вашей студии. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И надеюсь, что с помощью вашей телестудии мы создадим еще
какие-то работы, которые будут востребованы нашим обществом. Харун, а как вы оцениваете развитие современного чеченского кинематографа? Современный чеченский кинематограф в потенции имеет большие возможности. Но для того, чтобы он системно развивался, чтобы он стал на ноги, нам нужно обратить особое внимание сегодня именно на эту сферу. У нас очень хорошо поддерживается и театр, и хореографическое искусство. Но у нас пока не хватало времени и сил на то, чтобы обратить внимание на кинематограф. Хотя кино – это важнейшее из искусств, это не фигура речи Ленина, это на самом деле кино может войти в любой дом, в любом населенном пункте, самом отдаленном. И все духовные ценности, которые мы сегодня проповедуем, мы можем донести через кино. Поэтому один из важнейших, я считаю, видов искусства – кино. Поэтому мы не имеем права его где-то в стороне держать. Поэтому я считаю, что мы сегодня должны обратить внимание. У нас очень интересные ребята, которые увлекаются кино. Просто их нужно поддержать, объединить, им помочь нужно. В этом случае у нас кинематограф встанет на ноги. И вот на этом пути мы сейчас делаем все, что возможно. Мы вот недавно провели фестиваль «Дахар». Когда предложили, это московская кинокомпания, «Вип-фильм» называется, они предложили нашему Министерству культуры провести этот фестиваль, и Министерство культуры поддержало эту идею. Я считаю, что это очень большое достижение для нашего дальнейшего продвижения кино. Именно проведение в Чеченской Республике? В Чеченской Республике мы его провели, и очень высокий уровень его, во-первых, организации был, во-вторых, там представлены были очень интересные работы со всей России. С большим удовольствием откликнулись почти все известные кинематографисты на этот призыв и свои фильмы привезли. Не просто там выслали, а сами авторы этих фильмов приехали и участвовали во всех наших мероприятиях. Там у нас наряду с показом фильмов проходили мастер-классы, там всякие лекции и так далее. И эти люди с большим удовольствием у нас участвовали вот в этих мероприятиях. Я считаю, что вот если мы вот этот фестиваль, мы давно пытались наладить работу, фестивальную работу. У нас это не всегда получалось, но надеюсь, что в этот раз мы договорились, что вот этот фестиваль «Дахар», он будет ежегодным, традиционным. Если мы сумеем этот фестиваль все-таки закрепить как традиционный, это для нас будет прорыв в сфере кино. И я надеюсь, что наше Министерство культуры сумеет и дальше вот этот проект поддержать, и мы его постараемся еще лучше проводить на следующий год. А есть у нас талантливые молодые режиссеры? Расскажите, вот, как вы оцениваете их работы? И участвовали ли, принимали ли участие работы этих режиссеров именно в этом кинофестивале «Дахар»? У нас мы создали киноклуб, куда мы практически основные любители кино у нас состоят в нашем киноклубе. И я их творчество знаю, их лично знаю. Мы за этот короткий период успели перезнакомиться. Очень интересные ребята. Мы на заседании клуба смотрим их фильмы, обсуждаем их, выдвигаем на какие-то кинофорумы, кинофестивали. Вот мы на прошлый год выдвинули фильм Ахмеда Аюбова «Грозный город-герой», который получил специальный приз городов
воинской славы. Это очень значительная награда. И мы каждый раз выдвигаем какие-то фильмы на такие вот значимые Фестивали. кинофестивали. Да. Есть, конечно, есть и художественные фильмы у нас. И сегодня ребята занимаются, но они занимаются на самодеятельной основе, я имею в виду их материальную базу. Они собственную зарплату там или какие-то собственные доходы используют для того, чтобы снимать фильмы. К сожалению, другой помощи им оказать и я не могу, и каких-то других источников мы пока не имеем, но я надеюсь, что мы освоим грантовую систему. Она доступна каждому, просто нужно ее освоить, поработать вот в этой сфере, чтобы понять, что хотят комиссии по заявкам, по рассмотрению заявок. И в этом случае мы можем и финансовые вопросы решить, и уже на полноценной основе снимать и художественные, и документальные фильмы. А творческие возможности у нас уже есть. Пусть они не такие обширные, не такие великие, но для начала, чтобы создать какой-то багаж кино, мы уже имеем возможность. Как профессионал, каким вы видите будущее чеченского кино? Я большой оптимист в этом плане, иначе я бы и не стал возглавлять эту сферу. Я уверен, что у нас есть очень интересное будущее. Наши ребята, которых я уже знаю, дают надежду на то, что их работы будут оцениваться на любом уровне. Они и сегодня достойны, если сравнивать их с другими фильмами, даже профессиональных режиссеров, они не только не хуже, а некоторые даже превосходят профессиональных режиссеров по своему творческому уровню. Поэтому я очень с большим оптимизмом смотрю в будущее и уверен, что с помощью нашего правительства, нашего главы, мы сумеем создать настоящий кинематограф, который будет звучать на всю Россию. Вот, например, есть такие интересные явления, как якутское кино. Они сегодня звучат не только в России, они на мировом уровне уже показали свои возможности. Но там в чем причина? Во-первых, Якутия полностью переключилась на кино. Свои все творческие возможности они переключили на кино, и их очень поддерживает правительство якутское. Поэтому у них вот такой прорыв в кино. Они стали примером для всей России. Хотя там тоже не все профессионалы, но то, что их поддерживают, это их стимулирует, мотивирует, и они создали свой. Я уверен, что у нас такие возможности есть. А чем берет якутское кино зрителя? Ну, во-первых, они очень талантливо делаются. Во-вторых, у них тематика очень интересная, своеобразная. Они свою историю начинают раскапывать ее. Не менее интересной была бы и история чеченского народа. Это вообще у нас богатая, хотя кладезь, и трагическая. У нас кладезь для кино, вообще у нас кладезь. У нас столько исторических героев, у нас столько исторических фактов, которые просто просятся на экран. И если мы уже начали это делать, к сожалению, но на том уровне, который нам сегодня возможен, позволяет наши возможности, я имею в виду, конечно, прежде всего материальные, но даже вот в этих узких рамках мы что-то делаем. И делаем очень интересно. И я уверен, что со временем мы преодолеем все наши и материальные трудности, и финансовые трудности. Для этого тоже есть все возможности. Если мы найдем эти пути, мы нащупаем все-таки какие-то каналы, которые ведут нас в фонд кино, там всякие грантовые заявки освоить мы сможем тоже, наверное. И в этом случае мы сумеем
создать настоящий кинематограф чеченский. И он будет представлять интерес не меньше, чем якутское кино. Я тоже в этом уверена. Надеюсь, это будет в ближайшем будущем. А какие фильмы и темы картин сегодня в приоритете для Чеченской Республики? Ну, Помимо истории. я вот недавно мы смотрели работу Ислама Джамалдинова. Это наш певец. Да, Он да, очень интересный певец. Оказывается, он еще фильмами занимается. И он показал нам короткометражный игровой фильм «Подарок» называется. Он там разрабатывает такая, казалось бы, бытовая тема о взаимоотношениях, семейных взаимоотношениях. Но он настолько интересно решил этот сюжет. Я считаю, вот этот фильм по своему творческому уровню, он ничуть не уступает любому профессиональному кино. И вот она, хотя, казалось бы, такая бытовая тема, да, она очень трогает человека. А что зацепило вас именно, как профессионала? Меня зацепила его искренность. Он очень искренне решен. Там наши актеры из нашего театра играют, но настолько интересно они показали себя в этом фильме, что я начал на них смотреть уже глазами кинозрителя, не просто театрального зрителя, а кинозрителя. Они очень интересно себя Очень показали. реалистично, да? Очень, игра? да. В мировой литературе есть 19 сюжетов, которые разрабатываются так или иначе. И вот эти 19 сюжетов можно разрабатывать бесконечно. Вот чем и занимаются. Любой сюжет, какой бы направленности, тематики он ни был, если он решен интересно, талантливо, он всегда трогает тебя. А именно для чеченского кинематографа все эти сюжеты используются или какое-то направление? Нет, мы, конечно, используем все сюжеты. У каждого автора свой взгляд на жизнь. Он из этой жизни вытягивает то, что ему ближе, и на этом строит свой сюжет. Конечно, мы используем весь спектр, который мы сегодня имеем. И вот я имею в виду не только кино, там я имею в виду и литературу, и театр. Все виды искусства наши, они используют, конечно, все тематические направления. И очень успешно справляются с этой задачей. А кто сегодня создает чеченское кино? Кто эти режиссеры, сценаристы, актеры? И много ли их? К сожалению, их не так много, как хотелось бы. Но чтобы создать базу для нашего кино, они достаточно по количеству и по качеству своего дарования, они тоже достаточно подготовлены. Если, как я уже отмечал, если мы их поддержим, а я уверен, что мы сумеем их поддержать и на уровне нашего правительства, на уровне Союза кинематографистов, там бесспорно, у меня очень хорошие отношения с Союзом кинематографистов России. Они всегда готовы прийти нам на помощь, но в рамках своих возможностей. Да. У них финансовых возможностей особых нету, это общественная организация. Но творческие какие-то возможности у них есть, и они полностью готовы нас поддержать. Они приезжают по первому зову, проводят с нами какие-то мастер-классы. Наших ребят можно туда послать. Короче, вот все, что касается Союза кинематографистов, у нас очень благополучно на сегодняшний день. И я надеюсь, что также у нас будут и в рамках нашего республиканского общества такая же поддержка. Я думаю, что мы сумеем оказать нашим кинематографистам. Харон, а вы можете назвать вот некоторых, не знаю, особо одаренных, так скажем, фамилии, имена, если на память помните? Конечно, вот я уже говорил, что Аюб Ахмед очень интересно, у него уже несколько фильмов, хотя у него нету никакой базы, он как энтузиаст где-то договорился с оператором, где-то договорился с монтажером. Это очень интересный, очень увлеченный и очень талантливый парень, у которого хорошее будущее, если мы найдем ему
чем помочь, как помочь. Он очень интересуется историей и очень интересно разрабатывает ее. Он снял хороший фильм о шейх Мансуре. И сейчас он работает уже над игровым вариантом этого фильма. Вот я уже называл Джамалдинова Ислама, тоже интересный парень. Он тоже уже занимается. Ну, их несколько человек, на которых мы сегодня можем опереться. Есть такие имена. А актерский состав, хватает ли актеров? Актеры, мы используем актеров театра, используем просто своих друзей, знакомых. И надо сказать, Выкручиваемся, да, как-то? выкручиваемся, но очень интересно, они тоже себя показывают. Очень на киноплощадке сложно. Это сложнее, чем театр. Но к нашему удивлению, вот эти ребята показывают себя очень профессионально, почти профессионально. Как вы считаете, региональное кино должно быть на национальном языке? Этот вопрос мне задают постоянно, и я всегда с большим убеждением говорю, конечно, только на чеченском языке должны быть фильмы. Для того, чтобы наш язык развивался, чтобы его осваивали наши будущие поколения, чтобы наши дети осваивали свой язык, нам обязательно нужно на своем языке снимать фильмы. Они не теряют ничего в художественном плане, если мы на чеченском их снимаем. Наоборот, они приобретают какую-то новую окраску. Когда зритель слышит мелодику чеченского языка, это дополнительная информация для него о народе. Вот я знаком с татарским кино. Они все свои фильмы снимают на татарском языке, но переводят закадровым текстом или бегущей строкой. От этого они ничего не теряют. Наоборот, они выигрывают. Мы начинаем прислушиваться к мелодике татарского языка. Это дополнительная информация об этом народе. Казалось бы, что тот, кто не владеет этим языком, ему будет трудно смотреть такую картину. Ничуть не на бывало. первый взгляд. Нет, наоборот, не мешает. Вот то, что основная информация, содержание кадра раскрывается закадровым текстом или бегущей строкой, этого достаточно, чтобы понять смысл происходящего на экране. А то, что звучит язык, это дополнительная краска для фильма. Идентичность определенного очень. народа. Харун, а вот работа была представлена на этом кинофестивале Дахар о старой рок-группе, о старых рок-музыкантах. Вот вы видели эту картину, и кто снимал? Он на питчинге был представлен. Питчинг – это торговля. Он представляет свой товар, автор представляет свой товар, и комиссия, отборочная комиссия его отбирает для дальнейшего продвижения. Этот фильм из 5 фильмов, которые были представлены на питчинг, один фильм был отобран для дальнейшего продвижения. И мы его будем продвигать дальше. И напоследок, Харун, что для вас значит быть главой Союза кинематографистов Чеченской Республики? Какую важную миссию вы несете, возглавляя этот союз? Я скажу так. Когда мне предложили возглавить этот союз, я был очень занят, у меня были свои дела. Я и не думал никогда, что мне придется вот в этой роли выступать. Нас несколько человек было в республике, в Союзе кинематографистов, но мы все старые. И никто не согласился. А вопрос стоял о том, чтобы закрыть наше отделение, полностью закрыть. Значит, мы порывали связь с Российским союзом кинематографистов. Мне жалко было просто терять вот этот канал, который мог нам хоть какую-то пользу принести нашему кино. И я просто согласился, думаю, на время, пока найду молодого, чтобы меня заменил. Ну, вот таким образом я втянулся. И ну, раз ты назвался груздем, говорят, надо полезать, и я полез в кузов. Я считаю, что на мне лежит ответственность за ребят, которые доверяют мне сегодня. У нас очень хорошие, теплые отношения со всеми любителями кино, которые сегодня уже вокруг меня собрались.
И я за них ответственен. И я пытаюсь им чем-то помочь, насколько это возможно. И я дальше буду этим заниматься. Посилен этот груз вашим плечам? Ну, по-разному бывает. Ну, как говорится, по одежке растягивай ножки. Мы растягиваем по своей одежке. Но мы пробиваем. Пробиваем помаленьку, потихоньку. Я думаю, что мы все-таки к чему-то придем. Я уверен в этом, с помощью нашего главы, нашего правительства и нашего Министерства культуры. Харун, спасибо вам большое за то, что пришли, ответили на наши вопросы, дали интересные ответы. Я думаю, телезрителям будет интересно посмотреть нашу программу, потому что тема особенно интересная, кинематограф чеченский. Спасибо вам за представленное удовольствие. С вами я всегда получаю новый заряд. Спасибо. И вам тоже. Я нашим телезрителям напоминаю, что сегодня у нас в студии был председатель Общественного совета при Министерстве культуры Чеченской Республики и глава чеченского отделения Союза кинематографистов России Харун Хидаев. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».